Так стоим на стоянке, молотим. Ну, походу потеплело, потому что 32 показывают, но это на стоячей машине. Такая обстановка. Ну, стоянка полная, это на Легионе получается. 1020 где-то километр, в общем. 130 или 140 до Пестяха. Ну так печка работает, все работает. В принципе, только единственное было, это прохладным задуло. Автономка помогает. Ну, основной печки на авто стоит, обороты что-то как навалило, что прохладный воздух пошел. Ну, я сбавил вручную, все нормально. Что перестаралась, в общем. Все стоят, молотят, вроде как нормально. Будем выдвигаться, это начало 6 утра, пока потихонечку раскатиться туда-сюда. Будильник завелся. Я раньше просто проснулся. В общем, ждет нас впереди ледовая переправа. Выезжаем с Легиона. Ну, он как от трассы, у него свой заезд-выезд. Здесь, видите, односторонняя дорожка. Как, да? Прикольно выглядит. На раскаточку. Ну, в принципе, что, ручник отпустил, машина покатилась. Ничего не это. Сама я под уклон чуть-чуть стоял. Ну, тут особо места нет, стоянка подзабитая, как бы. В ручном режиме. Все деревья в красоте. Ну, сейчас вот это вот будем раскатываться. Колеса все половина. Желтые предупреждалки. Вылазили тут датчики, то это пишет заменить, и потом начинают опять показывать. Ну, видно, они мороз не очень любят. Погнали, в общем, раскатываться. Так, солнышко встает над лесом. Это мы к Нижнему Бестяху, где-то 25 километров что-то осталось. Ну так, 47, ну, самый минимум 49 было. Как бы потеплело тут, в принципе. Тут за пару дней до этого было пожестче температура. Дафиг никого можешь обходить, если ты быстро едешь. Чисто, пока выводит там машину, за тобой идет, пока чисто. Ну да, я же сказал, вот дафигу, чтобы обходил. А думаю, так по такому морозу неохота. Я уже, кстати, там смотрел, уже амортизатор так, ну, видно, что перепустил где-то на холоде. Вот это, видите, от выхлопной такой туман. Ну и вообще туманчик есть. Видите, он, две машины впереди, вообще ничего не видно. Тут вот эти прыгуны, неохота скакать по ним. Она промороженная. Ну так, в принципе, нормально. Только у меня на рефе выскочила ошибка. Ну, он работает, но пишет, что датчик температуры наружного воздуха. Ну, то есть не поймет, что случилось. Ну, показывает по наружному воздуху, типа 3,29, там что-то у него. Ну, по крайней мере, я посмотрел, там контроль. Там есть же этот впуск-выпуск воздух, температуру показывает. Вроде как он в районе 6 градусов дует, как бы. Лазить все равно тут бессмысленно. В датчиках там каких-то. Сейчас уже доедем. Главное, что он работает. 48 отстало. Ну, сейчас на реку спущусь, наверное, там будет попрохладнее именно на реке. Ну, скоро, в общем. Ладно. То я солнышко над лесом снять хотел. И заодно обстановку доложил. Едем дальше.
Так, ну что, мы Нижний Бестях добрались. Площадь Победы. Машина, конечно, это там по горкам идешь вверх, вниз, ну температура туда-сюда минус, ну 10 градусов прыгает, там 38, 48. А тут по прямой идешь 47, 49. Ну, сейчас вот здесь 47. Видите, как это туман. Все это. И машина, слышите, как кован вся. Короче, если заработал рубль, машину на 2 рубля ушатал. Такой бизнес-план. Так, это вот Василий впереди едет. Ну, ему здесь где-то выгружаться сейчас. Сказал мне приготовиться к маневру. Он сейчас будет, уходить. Куда-то заезжать. А, вот это заезд у него такой. А мне на лед, на переправу. Василий, ну все, давай на связи тогда. Как что, выгрузишься, маякнешь или я тогда? Ага, удачи. Давай, удачи. О, а тут как-то прямо жестко туманно. И потеплее, кстати, стало. По трассе 49. Тут 46 уже. Ну, блин, что-то прямо вот эта сторона стала как-то так тык-тык, такие звуки. Ну как, не сильно, но чувствуется, что что-то вот промерзла машина, в общем, на ходу. Вот эти 100 километров по равнине. В общем, в основном 49 показывала градусов, и машина просто закоченела. О, я, блин, на желто-красный. Ну, особо никого нету, я так понял. Я уже пересек линию. О, и тут, в общем, вот там вот это река Лена, в общем, у нас в этом плотном тумане. Так, надо мне еще, кстати, Андрюхи я спрашивал про переправу. Он мне ничего не ответил еще. Так, я тут на тормозах, потому что что-то горняк как-то он в связи с холодом или что, он так резко втыкается, такой тык-пык, что-то тык-пык-тык-тык, вот так делает. Ну, экстрим, что, такие температуры. Ну, как бы не это, не сильно машины в восторге от такого. Ну, вот Тарос и Лена. Ну, сказали, переправа так себе в этом году что-то. Как бы не притонуть еще. Ну, кривовато, говорит, ямы какие-то там туда-сюда. Сейчас посмотрим. Там вот сейчас перед Бестяхом солнышко вышло, все, а тут прямо мрак за горой. Ничего особо и не видно далеко. Ладно, сейчас на переправу буду заезжать, тогда включусь, потому что тут еще ехать. Так, это я доехал, вот начало переправы. О, этот вообще куда-то прямо поехал, не понял. О, что-то двигатель как-то работает. Аж обороты подсели. Ну, мне, я надеюсь, не прямо. А, ну вон туда, вон машины, видите, по льду едут. 20 тонн стоит, кстати. Хотел посмотреть, думаю. Ну, ездили пацаны здесь, как бы нормально, морозы стояли. Крутые, но что-то я грузовиков не вижу. Сейчас спрошу на всякий случай. Или местные проедут. Ладно, в общем, поедем, доложу обстановку. Ну все, трогаем, все нормально, ездит здесь. Вот и все, поехал сейчас на дистанцию только от него. Хотя тут 2 метра лед, тут больше за неровности. Тоже радиаторы
О, блин, не понял. Что, прихватило, что ли? Прикинь, вот это я 3 метра не доехал. Тормоз не отпускает. Вот это засада, блин. А, не, о, пустила. Слава яйцам, блин. Извиняюсь. Фу, аж очканул. Ну, блин, мороз, да. Чего они как-то, я не знаю, зачем сюда едут. Да. Через... Ну, ныряют здесь, они мимо этого. Ни разу так, что у меня ручник не прихватывал что-то. А тут что-то он решил не отпускаться. Говорит, кто проезжал там, Андрей у меня, говорит, ну неровная в этом году. Именно по льду. Торосы так себе не поравняли. То обычно они скважины делают и водой наливают, ну то есть намораживают еще. А сейчас, вот, видите, какой спуск тут ядреный. Песчаным берегам. Тихо. Песка насыпали чутка. А, ну да, это шлет. А вот видите, пролом. Ну как-то с батей, когда ездили, там трещину смотришь, там глубина такая, ну трещины там 1,5 метра. Ну вот видно трещина и ну там пустота вниз, там нет воды. Вот видите, все весь лед потрескался. И получается, надо как бы и ехать, и скакать тут. Ну, то есть как замерзло, короче, так и это. А тут ехать как бы по времени нормально. Ну, по реке. На этом плывешь час. Даже больше. На пароме больше часа. Ну, видите, льды, торосы. А тут чутка разгребли, наверное, вот сами неровности, наверное, подзалили с легонца. Ну тут как бы возле, получается, с Бестяха сразу по основному руслу здесь широкая лена, а там на трубе еще есть переправа, там по островам. Но она раньше начинает работать, там основное русло поуже, переезд. А по островам вот это, ну, заезды, съезды такие кривые, вот как здесь с берега. Едем, в общем, по реке вдоль берега поперли. Ну да, сейчас по времени надо, сколько, 4 утра по Москве, грубо говоря, я выехал. Сейчас 4:01. Наверное, ехать так минут 20, наверное, точно. Скорость 20, минут 20. Нет, больше, значит, ехать. По расстоянию километров 10, короче, по реке. Ну, уже такой завершающий этап здесь. Короче, машинка пострадает здесь. Ну, 47. Я думал, холоднее будет на реке. 47 сейчас. Ну, это потеплело, потому что тут буквально 2 дня назад, наверное, 58 было, 55, что-нибудь такое. А так, считай, полтинника я не увидел. 49 самая низкая температура вот здесь на подъездах. Ой. Река судоходная, глубокая. Толщина льда тут нормальная. Ну, все потресканное, если видно вам, да? Ну вот, видите,
поломанные трещины, вот трещины. Я еду, льдины как бы между собой растрескались, потом смерзлись. Ну, вот эта вода, видно, что вот это, видно, заливали, тут все равно что-то. Как-то тут раз ездили, видно было сбоку скважины. Ну, что сюда что-то подавалось. Эти лежали как рукава там, типа. О, я. Ну, так себе, короче. Главное, что есть проезд. В общем, тут не до хорошего. Нормально. Трещины. Тут если на рыбалку прийти, забодаешься бурить. Наверное, бур такой надо метра 2, наверное, минимум, чтобы было. И то не факт, что вода будет. До воды дойдете. Так, я что-то кого-то догоняю, а это как бы нехорошо, 2 фуры рядом. Да, в том году прям ровная была она вообще. Прям катишь. Ну, кое-где, может, такое попадалось. Видать, морозов не было и чаще намораживали. А в этом году, видите, морозы даванули. Тут лед, наверное, толщина нормальная. Так, куда-то он там поехал объезжать. И вот они, видите. Ну да, это маленькие трещины, не видно. Вот я еду прямо, все растресканное. Кайф и драйв, в общем. Ну, уже выгрузится, а раз плеч. Пустым как отвалить отсюда, потому что, ну, потепление идет. Тут в Алдане было вчера, там 22, по-моему, или что-то такое. И уже к тому-то вечером приехали, уже начались за 40, там 46, 43, вот так, по горам туда-сюда. Ночевал я где 40 ровно, мы заходили на стоянку. Было. Ну, как бы, это на... Ну, легион там есть. Ну, кто знает, там стояночка, она как бы на верхушку выходишь. Мы к ней еще подъезжаем, мы проехали рыбку. Ну, машин много, на рыбке 40 тоже. Мы думаем, ну, легион повыше, может потеплее. И такие, рыбку проезжаем, смотрю, 48 стало. Думаю, елки, зря поехали. Наверх заехали, тоже 40. В общем, мы остались там на моторе стоять. Да, для машины, конечно. Все резинки, вся смазка везде, все. Слегонца в шоке. Не, ну я добавлял здесь, получается, антифриз плотность поднял, в рефе плотность поднимал. По маслу сказали, ну, оно нормально выдерживает температуры. Это ВДС 4.5. Ну, я же не глушу, как бы, машину. В мосту там вроде тоже там. Ну, я, получается, трогаюсь, раскатка, долго едешь, медленно. Коробка, она как бы не остывает особо, на моторе стоишь, трансмиссионная показывает тоже там градусов 40 в плюсе. А вот, конечно, амортизаторы я уже видел, ну, говорил, там чуть-чуть на нем это видно, что он всплакнул. Как бы эффективность работы у него осталась, ну, это, видать, вот постоял, тронулся где-то там, что-то он мог перепустить. Это пока, видите, мы вдоль берега идем все время. Так надо смотреть внимательно, где вот эти вот стыки, видите, это, ну, трещин там, разбитый лед, такие ямы. Получается, сейчас вдоль берега, и потом основное русло пересекать, это мы еще, ну, не на самом центре.
Кстати, тут вот видите, какая-то запасная дорога есть. Никто не ездит по ней. А встречки аж через эту дорогу, вон у них там идет метров 100. Сбоку они там катаются. И так это поворачиваешь рулем, так все скрипят колеса, так как, ну, визг прям резины такой стоит. Даже просто по бетонке. Сказали 11-12, чтобы я приехал, сейчас 10 как раз. В общем, мы там чуть-чуть заехали в кафешку, чтобы рано не приезжать. Там мечта есть кафе, не помню там какой километр, ну километров 70, наверное, до Нижнего Бестяха. Позавтракали, да, и потихонечку уже по светлому. Да, тоже замерзала река бурно, видите, все попереломанное, изломанное. Мощная река. Ой. Еду как-то, не знаю, посередине, может. Или куда, короче, непонятно куда. Везде, короче, там, вот самосвальчики. Ну, провалиться тут, конечно, не вариант. Тут такая мощность льда. Тут, наверное, можно, 100 тонн проехать. Колес, по-моему, не на одном колесе, правда. Там есть какие-то формулы, вроде как лед держит. При какой толщине, там сколько, какой вес. Ну, то есть, сейчас вот эта машина моя, ему как слону дробина. Она даже там ничего не шевелится, не похрустывает. Вот уже пошли отходить, он берег уже вон там, уже так чуть по диагонали. На середину выезжаем. Ну, туман, да, стоит, конечно, не видно. Так, река тут широкая, там, ну, грубо говоря, километров, наверное, не знаю, ну, 7, наверное, точно есть тут. Прям смотришь, там Якутск где-то вдалеке. Ну, он реально не сильно напротив, как бы, когда на пароме плывешь, он как бы Якутск, Бестях вот здесь, по диагонали идет. По течению где-то час, ну, час 20, наверное, со всеми этими. И назад там около 2 часов. Так, я что-то километраж не засек, ну ладно. Я время только засек, мы уже едем 12 минут. Вот Якутск, видите, начался. Знак даже посреди реки поставили. И на синем фоне, значит, 90 можно ехать. Так, ладно, надо выехать, наверное, на вот эту тропу. Что-то по снегу не видно. Да, тут экшена немного, долго, конечно, ехать. Ну, кто не был, наверное, интересно будет. Едем, кстати, да. Глубина тут нормальная. Лед, ну пусть там 2 метра, но все равно там еще воды
не знаю, тут ну, точно не скажу глубину, но метров 20, наверное, тут глубины есть. По-любому. Да, такое солнце в дымке. И бензовозы догоняют. Ну, ходовье зато согреется. Сейчас поработает здесь. Темпер прям держится четко. Вот я как спустился к реке 47 и все. Ни туда, ни сюда. Воздух качает. Охлаждающая в норме. Масло только подостыло без нагрузки 88. Аккумулятор низкая температура, не определяется состояние, весь задубел. Пусковой 100%. Аккумулятор и температура трансмиссионного 60 градусов. Тут как ежик в тумане, в общем. Там еще сейчас будет выезд же на берег тоже такой крутой. Ну, посыпают, по идее, там не должен я встрять, надо. Просто что там, несмотря на всякое кривое, вот это надо будет газу поддавать. Это где-то мы уже на середине реки. Потому что берега уже не видно. И того берега тоже не видно. Видно он встречки, видите, вот УАЗик там едет. Ну, это даже не УАЗик, это какая-то головой машина грузовая. Ну вот они, 100 метров встречная. Что-то к городу как-то туман сгущается. В Якутске газ, кстати, есть. Там с этим нормально все. Не знаю, как в Бестяхе там газ есть или нет, но в Якутске есть. О, вот трещина, видите, какая большая. Ну, внутрь, ну, он просматривается точно полметра, там ничего, ни вода не выходит. Ну, она, грубо говоря, смерзаются льдины. Ну, видите, чуть приподнялась, наверное. Такое вдоль идет по дороге. Это весной тут ездят, да, когда уже переправа вот-вот хана. Ну, полностью есть вода. А вот прямо льдины, видите? Видно прям такой, дальше такой голубой аж лед такой. Ну, какой-то синевой отдает. Ну или показалось мне, откуда он голубой тут возьмется, если река такая, она как бы, ну такая вот желтоватая, вот как льдины там. Так, уже едем 17 минут, да? Ну вот уже берег видно. Ну да, минут. Опа.
трещина прямо под машиной. Ну, так неплохая, да. Ну, останавливаться неохота, там ходить трещины снимать. Хотя тут никаких проблем не будет, если остановиться. После морозов-то 60 градусов. Так, что там кто-то на встречку поехал. А, тут вот это вот растресканная яма получается. Ну, повыбивалось, вон, видите, там прямо, ну, куски льда, где трещины большие, пораскрошились. Вот идет, и, ну, на стыках трещин, короче, лед поразбивали. Видать, вот где-то вот идем как раз, наверное, и глубина побольше под этот берег или что-то еще, потому что, ну, видно, что лед тут побольше двигался. Ну и трещин самих и повыбито больше. Так, сзади никого. Возвращаемся на свою траекторию. Оба. А, не, мы опять вдоль берега куда-то еще едем. Я думал, сейчас уже будет заход где-то. А, вон, по-моему, впереди там видно что-то. Чем дальше, тем хуже. Фух. Тревожно все равно, да, эти морозы. Так, едешь, думаешь, что у меня РФ этот датчик температуры наружного воздуха ошибку выдал. Ну как, работает. И все, тут все равно как бы ремонтироваться там минуту что-нибудь руками поделай на морозе и отвалятся руки. Я вон вчера на заправке стоял, там сколько было, 45, и то так себе, пистолет медленно льет вроде, и написано отсекатель не работает. Ну, стоишь вокруг машины, побегал, все посмотрел, чуть-чуть в РФ арктической солярки добавил, ну, 300 литров в бак. Ну, у меня баки маленькие, получается, сюда бы хватило солярки, но я позже там пустой приехал. Потому что 300 залил, чтобы уже спокойно, если что, отсюда сдрыснуть. Куда-нибудь до Томота хватит, а там заправиться уже. Еще 68-20, по-моему, солярка арктическая. Это в Улу. А здесь вот на опте 75-80. Что-то такое, тоже арктическая. Ну, здесь как бы городская зона считается, а такая же опти в Томоте, они как бы сельская считается. И там 68 тоже. Короче, на 7 рублей дешевле. Так, походу... А, это мы со встречными потоками, да, сейчас только встретились. Где-то, наверное, выезд скоро. Надо как бы романтический момент не пропустить, где газовать-то. Или может тут такой ровный выезд и есть, это же уже берег, походу. Ну, земля. Ура! А, или нет, лед дальше идет.
что-то все равно куда-то мы побрели. Вроде лед это еще. А, тут опять мы расходимся, да? Ну, где-то рядом выезд уже. Слышно скрип, чуть-чуть поворачиваю. На морозе как. Ну да, это уже, по-моему, земля. Ну, песчаный берег, по крайней мере. Может, граница берега. Тут работает. Ну да, это лед еще, вот трещина идет. Ну, видать, а, вот же, выше даже нас лед. Какой-то снегом покрытый. Видите, бугор аж такой поднялся. А тут видно, снег поукатали. Ну, кусты это уже точно берег. Вот, наверное, граница кустов как раз, а тут вот вода видна. Выше, ниже, тут может как лед возле берега замерзла, да, потом вода отходит, он раз провалился. Ну, вот эти, получается, бугры. Че, по Якутску может прокатиться заодно, да? Сразу, если камера не отрубится. Мне тут, по большому счету, я не знаю, где я выеду, я пока не ориентируюсь. Надо на навигатору сказать. Труда 4. Сейчас найду. Ну, это в Якутске все знают. Это там овощи, фрукты, у них рынок. Так, сейчас найду. Маршрут построен. Ничего себе, он мне это... А он не видит, что я в Якутске. Он мне пишет 5 дней ехать. А что он меня? Не пойму. Он думает, что я где? Во, за Алма-Атой где-то. А, это он мне Труда 4 в поселке Казарман. Возле Алма-Аты. Я понял тебя, навигатор. Так бы поехал. Ладно, сейчас попозже включу. Сейчас тут ответственный момент, и я его проторговал уже. Ленивца поднял, но она подбукснула. Ну, в принципе, посыпано все. Ну, я, как обычно, на автомате жду. А автомат хотя бы надо газ в пол давить, а я в полгаза. Ну, что, профи, что сказать. Так, ладно. Якутск. Надо отдельным видео делать, по-моему. Ладно, я сейчас выключусь и потом по Якутску включусь. Так, ну что, про Якутск видео. С переправы вот бетонка, с ледовой переправы поднялись и погнали по Якутску. Мне на улицу Труда надо. Ну вот и прокатимся, показывают, сколько ехать. Через 600 метров поверните налево. 11 минут полета показывает. Так, это у меня ленивец опустился.
я подымал. Так, на улице минус 46. Потеплело. Все отлично. Так, тут что у них случилось? На аварийке все стоят. Что-то случилось. Так, а мне туда, налево, да? Поверните налево. А, он задел этого. Помятый передок на Короле. Так, и что налево там? Вообще ни хрена не видно. Надо было сразу... А, вот туда сейчас прояснилось. Вольво пропустишь тогда, да? А, он на аварийке просто медленно едет. А за ним целая толпа просто. О, это у нас Якутск. Что там за улица? 50 лет советской армии, по-моему. Да, деревья все красивые, но цвета пыльного какого-то. И дорога так себе, уклоны. Да, тут, в принципе, солнце взошло, но тут такой туман. Антоха, здорово! Здорово! Это кто же должен? Дядя Саня! Саня, привет, ага. Короче, туман плотный, солнце, наверное, если там после обеда разобьет этот туман. По идее, там что-то было днем 44, 43, что-то написано. Сейчас вот 45 уже. Ну, особо, короче, не потеплеет. Но сегодня понедельник, вот со вторника здесь вроде там уже, ну, морозы отпускают, начинают. Так, нам еще прямо, в общем, дороги, прямо сказать. Так, а нам прямо в этот туман. Ну да, тут еще туман делается, как бы помимо тумана от выхлопа. Вот пазик выехал сразу. Завесу дымовую сделал. Ну, я то же самое. Видимость так себе, надо внимательно тут. Ну, то есть, видите, на камеру, может, наверное, получше. Как обычно, камера, она получше в тумане показывает. О, блин. Ёлки-палки. Это был лежачий полицейский. Оп, оп, оп. Давай, автобусик, стартуй. О, с ленивцем аж подбуксовывает. Просто чистый асфальт. Ну, намороженный тоже такой эффект у него. Когда сильно промороженный, как бы, тоже скользкий. Через 600 метров поверните направо на улицу Ливаневского. Так, Ливаневского. По-моему, мне туда не надо поворачивать. Потому что навигатор может... Мне надо, по-моему... Не, на Ливаневского это он меня ведет так, что я не доеду точно. Надо прямо ехать до... Ну, я так примерно помню как. Потому что тут по навигатору опасно ездить. Тут он вам в такую улочку какую-нибудь завернет. Совсем не рассчитанную под фуры. Сейчас я чутка кругаля дам, короче. Я по этой дороге ездил уже.
направо. О, видите, куда? Тропа. Не, просто я посмотрел, ладно, тут направо еще нормально выглядит, а там просто дальше вот так вот по частному сектору куда-то. Маршрут перестроен. О, вот так вот, да. О, вот сейчас вот он нормально показал. Через 600 метров поверните направо. Вот а видите, затем эти поверните направо. гаражи, Наташа называется. Знаете, машину накрыл, там выхлоп выведен, и завел ее, она стоит, молотит, и, ну, как термоодеяло. Видите, там машинка стоит, и сзади шланг на выхлоп, ну и там с этой с дистанционной заводилкой или как-то там, ну или просто завел. Вот, номера пишут на них, потому что все одинаковые, их воруют, как бы тут проблема типа в этом есть, по-моему. Стоит как в подарочной упаковке. Да, тут в Якутске, конечно, мрак полный, да? Видимости ноль. Все в этом. Кусты все обмерзли, дома на сваях все, потому что вечная мерзлота. Все коммуникации на улице. Вот сейчас опять сюда показывают. Поверните направо, а затем поверните направо на улицу Осипенко. Сюда не надо ехать тоже. Это мы, по-моему, с Максом еще Маршрут перестроен. приезжали первый раз, и вот Через в это 200 метров на светофоре вот тут поверните уже направо, на светофоре, на да, улицу нормально. Кальвица. Вот на Кальвица, да, и прямо там до кольца, и получается так квадратом объедете. Можно было, конечно, с парома в другую сторону повернуть и кругаля объехать как бы с другой стороны. Ну там, по-моему, дальше получается. Там она, получается, вдоль реки идет, аж фиг знает куда, Поверните направо. в пригород, а потом назад возвращается. Ну это на пароме, когда приплываешь, я там ездил. Ну, так что. Хотел это, бампер уже треснутый, просто от фонаря остановился. Через 300 метров на светофоре поверните направо на улицу Бестужева-Марлинского. Тоже не надо этого делать. Все пытаю, уже третий раз меня пытается куда-то завести, непонятно куда. Мы поедем по дороге по прямой. Поверните направо. Да, тут, конечно, глаз да глаз нужен. Как ежик в тумане. Гляньте, какой туман, да? Ну, это именно... Маршрут перестроен. Во, вот наконец-то, это с 5-го раза. Потихонечку. В общем, теплеет, 45 это уже нормалек. Так, вот тут я в магазин ходил, по-моему, это пешеходный светофор. Хотя в тумане, да, такая дезориентация вообще. Я вот здесь выгружался, вот тут. Там Хатуаса. Завод или склад. Ну, не, по-моему, там производство именно. Хатуас, местная колбаса, я мясо привозил. Ох, глянь, люди все в инии, все от дыхания замерзло. Ну, на камеру не видно, конечно. Через 300 метров на светофоре поверните направо на улицу Дзержинского. Капец, конечно. Мрак. Ну, Якутск так отлично, да, видно. В любом тумане можно говорить, что мы были в Якутске. Так, тут автобус, слышишь? А тут какой-то Тойота едет. Тойота едет. Вот зачем с грузовиком ехать параллельно просто? Вот едет сзади прицепа рядом с машиной. Чтобы что?
Так, наручник не ставлю на всякий случай. Что-то, что было, не знаю. Ну, такого не было раньше. Так, все правильно ж, да? Угу, да, это на то кольцо все как положено. Сейчас мне поворачивать надо. Поверните направо. Ну, видите, на камеру как-то нормально. Ой, что-то она отрубилась. Блин, аж этот, слышь, аж машина не поворачивает. Видно, это резина задубела. И камера задубела, Прямо 1 отрубилась. километр 500 метров. Ну да, такой асфальт вспотевший. И как бы иней на него ложится, скользкий. 41 градус. А, это я постоял, скорее всего, из-за этого. Фух. Так, на всякий случай посередине буду ехать. Ну ладно, я не знаю, в таком тумане как бы и смысловая нагрузка отсутствует, да, съемок. Достаточно снял, чтобы вам для понимания. Наверное, достаточно. Ничего не видно просто. Ладно, все, давайте тогда. Якутск вот такой вот, весь в своей красе. Суровое место, но тут живут люди. И неплохо, я думаю, себя чувствуют. Все, ладно, давайте, всем удачи на дорогах. Так, ну что, я на месте. Вот это Труда 4. Ну, здесь такой квадратный двор. Хорошо, никого нету. Летом тут вообще машины вот так плотно стоят. Я даже не знаю, как они тут выезжают, заезжают. Сказали, стой посреди двора, будут таскать и в ту сторону, и в эту. Фуф, выгрузился. Чуть-чуть Якутска вам поснимаю еще. Тут... А, ну вот какое-то просветление, да. Чутка еще, правда, мне надо в Бестяхе заехать. Ну, там капуста у меня в начале была. Поверните налево. Там закинуть быстро 80 мешочков. Так, вообще, асфальт тут во льду. И машина буксует нещадно просто. Так, и как мне тут повернуть налево, если всем прямо? У меня она как-то вообще не едет. Через 300 метров на светофоре поверните налево на улицу 50 лет Советской армии. Да, вышлифовывают и все с поднятым ленивцем. А мне они взяли, чтобы там удобнее выгружать. 3 тонны назад, вообще на задницу положили. Ну, в самом конце рефа, короче, развесовка. По 3,5 тонны на прицеп. Что-то как-то много. Ну, короче, 3 тонны оставили. Так, а мне туда не надо. Мне вот сюда ж надо. Ну, никого нету там, не переживайте. Поверните налево. Я сейчас поверну. Надо трогаться на онспотах, что ли. Ну, конечно, в Якутске стоять вот это... Ну, сейчас минус 40 показывают. А так стоишь, я уже и оборотах, и не на оборотах смотрю. Ну, как бы мороз там 35 был, да, а вот, ну, на Сапуне сосульки, они такие, как бы мокрые, что-то с них капает. А тут, получается, намерзает. И все дубовое просто. Я там стучал по нему, пообламывал их, ну, там внутри. Ну, как бы парит пока сапун, но сам факт, что эти температуры надо тут обязательно, ну, как... Якутский вариант, это низ надо затягивать здесь по-любому. Потому что так тут пару, ну, в такой температуре еще ночь постоять и привет.
А тут получается датчик давления картерных Прямо 3 газов. километра. Ну как со слов, опять же. Вроде как на наших уже нет его. На старых вот ИФАшках до 2013 года стоял этот датчик картерных газов, он еще глушил машину. А тут как бы сапун, видать, что-то модернизировали, его убрали. Тут если, ну как бы, забьется сапун, вы будете ехать, пока у вас все масло не улетит. Ну и загорится уже, что давления нет. Короче, турбина выкинет все. В общем, мороз это не шутки. Такая стихия, не прятаться, не спрятаться, не убежать. Вот я даже чуть-чуть вот сейчас вот поковырял лед в перчатках. Ну там же намерзло получается. Сейчас обратно реф закрывать, оно все там пошелушил, пока поотламывал. Просто вот подушечки пальцев уже аж болят, намерзлись. Так это там буквально 2 минуты. Тут запросто отморозишь что-нибудь и не заметишь. Ну, а мы опять по 50 лет советской армии едем. Ну, обратно сейчас тут хорошо, как бы недалеко. Через 2 километра. И на переправу. Фух, как это, гора с плеч. Уже сейчас выкинут мне остатки. И надо чухать отсюда куда-нибудь аж до Алдана безостановочно. Там хотя бы ночью 30 там с чем-то. А тут вот это стоять в 40 градусов точно дождусь, что сапун весь забьется. Так. Ну, в целом неплохо провел время. Это, я считаю, на потепление приехал. Я уже повторяюсь, конечно, но видите, все в мире относительно. Тут днем сейчас минус 41, и это типа ничего еще. Тут просто всю неделю по 50 с чем-то было. Каждый день. Так, а мне вот это вот я ленивец поднял, а по всяким неровностям можно крылья оставить. Ну, тут есть как бы это. Ну, реф туда-сюда, вот он краешком поджимается к колесу где-то там в ямке, и крыло не... Ну, его как бы слышно, что что-то не то. Но на 40-градусном морозе, я думаю, даже вольвовские оригинальные крылья там будут поломаны. Так-то они, если зажевывают его, оно такое раз, все, замялось, потом хоп, и как вроде ничего и не было. Так, ну что тут с ценами? В общем, 98-й 62 рубля, 95-й 57,50, 92-й 56,50, 80-й есть по 50,45 и ДТ 75,50. Ну, это Сибойл. Ну, наверное, нормальная заправка. Здесь всяких сетевых. Так, а я вот... Не, прямо показывают дальше, да? Ну да, по идее, прямо я отсюда не выезжал. Или отсюда я выехал. Не, вроде бы там была вот эта эстакада. Тут же навигатор еще такой. Может, как бы это... Ну да, надо перекресток со светофором еще проехать. Ну, я разгоняться не буду. Я слежу за учеником, как он пилотирует. Во-первых, дорога неровная. Во-вторых, машина настоялась там. С утра уже здесь сколько, 4:30. А я приехал где-то, ну, не помню, время называл, 10, наверное. Что-то в этом районе настоялось. Я даже вот выезжал оттуда, оно показалось, что колеса у меня стоят. В поворот прицепы на колеса задубели. Аж не крутились.
влияет вот это на хвост тритона, так я сейчас и на берег там не выеду. Там же еще подъем, надо подняться, ну, с берега к торговому центру. Ну, если что, споты будем врубать. Так, вроде бы... Я не отсюда, да не. Это слишком узкая дорога. Короче, можно в тумане заблудиться. Ну, в общем, в целом уже понятно, да, вам в Якутске как обстановка. Лютый холод. К такому даже не знаю, даже, наверное, тяжело привыкнуть. Через 600 метров поверните направо, а затем Ладно, поверните выключаюсь, направо. уже тогда буду с берега, ну, заходить там по льду, не буду снимать уже. Ну, что, давайте, всем удачи. Ну вот, съезд уже на переправу. Что-то рэв как-то Поверните работает. направо. Такие звуки какие-то. Ну, он когда пустой, конечно, ему тяжеловато. Прямо 3 километра. Алиса, видите, знает, где тут переправа. Или кто-то... А, это Яндекс.Навигатор. Ну все, это мы еще тут возле берега. Ну, уже засниму, получится или нет выскочить с таким. А, ну вот первый бугор сейчас кое-что покажет, да? Ого, тут волна такая, что и не разгонишься. Блин, вообще. О, он споты включил. Да, на пустой, конечно. Не, он споты вот прямо, вот сейчас подхватило, все, поехало. Ну вот видите, они вот как раз в таких случаях, твердая скользкая поверхность, они тогда впиваются по асфальту как-то или по каше какой-нибудь. Так, вырубаем он споты. Все, не зря деньги уплачены, короче. Все колеса уже поспускали, я не знаю. Ну, вот просто воздух сжимается, так что... Ну, они потом разогреваются, как бы... Все нормально, вот подкачивал даже в этом Чернышевске. Ну, видать, мороз все-таки, не знаю, как оно там. Ну ладно, в общем, тут уже дальше ровно. Сама река, дорога жизни, зимний вариант. Опа. А потом, да, когда будет ледоход, это месяца полтора, пока тут растает все, пока лед пройдет до паромов. Так что ты будешь делать? Так, я не знаю, наверное, я опущу ленивец, потому что я сейчас где-нибудь заломаю себе эти крылья. Ладно, в общем, выезд засниму. Тут такой хайвей по реке. Вот здесь вот видно, что как раз вот намораживали. Видите, ну вода, как бы трещин нету особо. Ну, это в сторону Бестяха, так вот, видите, широкая, как каток. Это мы по реке едем, Лена. И там вот уже закат. Началась еще новая тема. Фара починилась, забыла. Сейчас от мороза, видать, что-то с камерой в зеркале случилось. Пишет: проверьте камеру. Ну и все. Зачем мне писать это на ходу? Камерой пользуешься раз в неделю. Она начинает: проверьте камеру. А что я ее, как я ее проверю? Так, где она тут? Камера.
Я ничего. Проверяю. Пожалуйста, все работает. Видим, как сбоку вот это бок машины и вот панорама такая тут. Как сбоку у нас ледовая переправа. Только я не понял, почему. А, тут дорога лучше, понял. И некоторые вот это там и срезали по прямой, чтобы тут по ровно ехать. Ну, тут же односторонняя, типа. Ну, просто тут лучше. Обратный путь, и они здесь едут. Ну, тоже была такая яма неплохая. Можно, если пропустить на легковой машине, прямо хорошо будет. Ну, то есть не хорошо в плане, хорошо приложиться можно. Красотища. Вот. Только разогнался по идеальной дороге. Сразу поймал прыгуна. А сзади меня там раз лед потрескался, не? Так, ну окей, с камерой. Вот же она работает. Зачем мне ее проверять? Или проверить камеру какую? Может быть не эту, а которая по полосам, типа. Что там пишет? А, ну да, он у меня что-то перечеркнул еще этот. По полосам движения. Наверное, вот эту камеру, которая смотрит. Тут же камеры получается. Сколько их штук там? Там радар снизу дистанцию меряет. Тут какие-то датчики. Там прям такая камера, ну как. Какие-то датчики еще. Внимание, аварийный тормоз недоступен. Знаем. По всей Якутии тут вообще машина интересна. Как себя будет чувствовать сейчас уже приедешь. Через 600 метров поверните налево на трассу О, Р-504. выезд уже все. Так, выезд. Поднять ленивец. Поднял. Так. Вась, выезжаю с переправы. Сейчас тебя перенаберу. Угу. Так, ну тут вроде засыпано, наверное. Без подпрыгивания, я имею в виду. Так, или подпрыгивание тут есть все-таки. А, ну да, тут как-то разгоняться даже я не знаю. Погнали. Ну, я на 6-й газанул, короче. Выехали. Ну, в общем, вот так вот мы провели этот день. Это сегодня 30. Поверните налево. Сейчас выполняю. 30 января. Сейчас еще, конечно, финишная прямая у нас выгрузится, еще вот эти остатки. Но уже полегче. Через 400 метров поверните направо, а затем поверните налево. Большое спасибо. Все, ладно. Выключаюсь, давайте. Лучше так по видео посмотреть, как тут в Якутске. Ездить, проверять зимой так себе занятие. Может поплохеть машинки. Это на новой как бы еще посмелее сюда едешь. А если вот я, ну там спрашиваю, там у кого-то тормозные шланги полопались. У кого, ну, представь, вот сейчас вот менять тормозной шланг. Не, ну можно заглушить, в принципе, там. Поверните направо, а затем через 200 метров поверните налево. Спереди энергочей нету вроде. Ну, вообще, в целом, на ручнике там прилипнуть можно. Потом просто надо отогревать, разбирать там что-нибудь. Это ж, ну, не так просто. А вот дорожка, посмотрите. Следы в подъем. Я не знаю, на чем это ездят. Поверните налево. А, она мне, кстати, туда хотела, чтобы я повернул, прикиньте. Вообще, большое спасибо за совет. Не, я бы хотел бы там заехать, но это я не знаю, что за автомобиль нужен. Все, ладно, закончили видео. Нашла новый путь. Мне не сложно. Удачи всем на дорогах.
Так, на пассажок засниму. Короче, от Бестяха чутка проехал. Ну, жду, может быть. Что-то неудачное это. 49 вообще. Ну, 50 так и не было. Это самый низ. Ну, был и вчера, и утром, в общем. Видите, как эта машина проходится, за ней туман такой непроглядный. Короче, еду потихоньку, машина пустая. Все колом, как это, хрустит, как пенопласт, такой звук иногда. Ну, то есть, главное не протаранить. Ну, тут еще ровная дорога. Как бы. Вон, видите, как работает сейчас дальний. Вот он видит красные фонари. Дальний прямо светит, а на машину не светит. Ну, если он далеко уйдет в туман, он сейчас может все фары, ну, включит. Видите, подиодно даже включать, выключать, а сейчас уже все. Фонари не видит, включил. Ну, и он тоже, по-моему, свет не видит мой. Я тут на дальнем еду, потому что тут лошадки гулять могут. Им 50 градусов не помеха. В общем, такие дела. Вон, блядь, и колеса. Все на пустую не прогреваются, все от мороза, не знаю, качай, не качай, что-то. Воздух все сжимается и сжимается, не знаю, у них. Такие дела, в общем. Все, едем в теплые края теперь. Все, удачи всем на дорогах.